Семья Коджугельдиевых 4 года назад усыновила Гадавалова Амангельди. Он воспитывался в детском доме. Судьба у Амангельди непростая. Его родители живы, но так как у них очень трудная жизненная ситуация, они оставили своего ребенка в детском доме. История Амангельди не оставила равнодушным семью Коджугельдиевых, и они решились на усыновление. Мы с женой решили усыновить сына, и вот, по-моему, 3-4 года назад мы усыновили сына. Мы с женой ни разу не пожалели, что пошли на такой шаг. На сегодняшний день у нас порядки состоят на учете в районных управлениях соцразвития по республике 329 граждан Кыргызской республики, которые желают усыновить ребенка в возрасте от новорожденного до 3 лет, но желательно здорового ребенка. В целом, усилиями соцработников более 250 детей были возвращены в семейное окружение. Это те дети, которым повезло. Они нашли новые семьи, новых мам и пап. Кроме того, за год было восстановлено около 3000 свидетельств о рождении и другие потерянные документы. Кстати, восстановление документов очень серьезная преграда и для детей, и для родителей, которые ищут своим семьям новых членов. Надо, наверное, все-таки ГРЭСу, Министерству здравоохранения поднять этот вопрос вместе взаимодействия, пока не выписывать маму с ребенком, пока не получат свидетельство о рождении. Знаете, усыновление и официальное оформление документа, оно занимает очень много времени и усложняет работу усыновления людей. Это уходит полгода, год. Надо отметить, что одна из главных проблем, кроме документов, психологическое состояние ребенка и адаптация к новой семье. По статистике, которую не очень-то любят афишировать общественники и чиновники, около половины усыновленных детей оказываются вновь в детских домах через 1-2 года. Не все родители готовы к такому. Например, ожидают, что ребенок будет радостный, счастливый, добрый, открытый. Но на деле большинство детей, они уже закрытые, они уже не доверяют. Наверное, из-за того, что разочаровавшись, может быть, какое-то время они пытаются что-то исправить, и не получается, и им приходится снова возвращать. То есть они контроль, наверное, теряют. Несмотря на все сложности процедуры усыновления, с каждым годом растет число желающих, твердят специалисты. Гулянора Каныбекова, Бакыт Джиналиев. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.